Здравствуйте, дорогие зрители, здравствуйте, Туркменистан. Сегодня 16 декабря 2021 года. Я Мурат Курбанов, и мы на платформе ДВТ Туркмен Халкы. Это платформа оппозиционного движения, народного движения «Демократический выбор Туркменистана». Со мной сегодня присутствуют на сегодняшнем разговоре Тимур и Петр. Пожалуйста, Тимур и Петр, можете поздороваться. Здравствуйте, дорогие сестры и братья. Петр. Здравствуйте, дорогие соотечественники. Здравствуйте еще раз, дорогие туркменистанцы и гости. Сегодня мы хотели бы рассмотреть вопрос, почему президент Туркменистана Бердымухамедов, диктатор, который является второй человек в мире по рейтингу диктаторства, закрыл дороги между областями или вилаятами. А какая цель? Имеет ли он на это право? И что это ему дает? И что это дает нашему туркменскому народу? Давайте все по порядку. Президент Туркменистана Бердымухамедов, диктатор. Весь мир подтвердил, что он диктатор. Все выборы, которые он провел, ни одни выборы, никакая международная организация не подтвердила. Наоборот, оно объявило, что имеется очень многие нарушения по проведению выборов, по подсчету выборов, по фальсификации и так далее, так далее, так далее. Но, к сожалению, это наша история Туркменистана. В течение 30 лет два диктатора проводили досрочные, закрытые или выборы с единственным кандидатом. Ну, это выборы назвать смешно, но, к сожалению, это так было. Вернемся к диктатору Бердымухамедову. Почему он закрыл и удерживает уже длительное время между областями, то есть между вилаятами в Туркменистане, дороги? Давайте рассмотрим. Первое. В каких случаях закрываются эти дороги? Если эпидемиологическая ситуация в Туркменистане очень высока, если смертность очень большая, если прогноз статистический, значит, Министерство здравоохранения, что эта эпидемиологическая или другая ситуация приведет к большим жертвам, то указом президента Туркменистана объявляется карантин и закрываются дороги между вилаятами. То есть все сообщения. Что не было сделано в данном случае? Потому что президент Туркменистана не объявлял карантин. Напротив, он объявил всему миру, что в Туркменистане нету коронавируса, и Туркменистан единственная страна, которая указом президента победила коронавирус. Вам может быть и смешно, но в этой ситуации живет весь туркменский народ. Давайте посмотрим следующий аргумент. Есть ли эпидемиологическая ситуация сложная в Туркменистане в данное время? Нет. Да, она была в августе месяце, сентябре месяце. В день от коронавируса умирало более 1000 человек в Туркменистане. Это из 2 миллионов 350 тысяч человек, которые находятся внутри Туркменистана. Это получается огромное количество. Поэтому, чтобы скрыть эти все вещи, значит, они закрыли дороги между городами, в городе, патруль вели, карантин вели, но это не объявляли. Какая разница ввести карантин, закрыть дороги или не ввести карантин, закрыть дороги? Давайте рассмотрим. Если президент Туркменистана вводит карантин официально, тем самым он подтверждает, что коронавирус есть. Первое. Второе. Он обязан людям, потерявшим работу, дать социальные выплаты. То есть минимальную зарплату. У тех, у кого работы нету, им оказать выплаты по социальной поддержке. Потому что люди закрыты в вилаятах и находятся внутри своих квартир. До сегодняшнего дня все базары, все рынки, оптовые и другие закрыты. Нигде торговли нету, кроме племянников президента. Для них все открыто. Для них граница открыта, для них магазины круглосуточно открыты. Для них грузы приходят. Они ездят, воруют, грабят эти предприятия Туркменистана, отправляют во все стороны мира продукцию, просто в наглую заходят, без таможни, ничего отправляют. Вы даже представить не можете. Там по пути оформляется груз, они за бесценок покупают или не покупают, забирают, но продают. То есть настолько беспредел в Туркменистане, который творится, это даже описать нельзя. Ни один закон не работает. Никакие конституционные права у людей не существуют. Проще сказать, какие права соблюдаются. Никакие. Прокуратура не реагирует.
полиция не реагирует. Министерство национальной безопасности только занимается терроризмом своего народа для поддержки культа личности президента. Суды не работают, то есть в суде отстоять свое право невозможно. Верховный суд и Конституционный суд – это просто ширма, за которой сидят преданные президенту люди, которые закрывают на все глаза. Я вам больше скажу. Есть такой человек Макгрегор, он дипломат из Канады, является представителем ОБСЕ в Туркменистане, он тоже в этой команде. На все закрыл глаза. Президент Туркменистана сфальсифицировал выборы, забрал эту должность навсегда. Он уже третий срок выигрывает. Поменял несколько раз конституцию, подогнал под себя и сделал выборы на 7 лет. Следующие выборы в 2024 году, которые произошли в 2017 году. Макгрегор не обращает внимания, что этот же человек, президент Туркменистана Бердымухамедов, является председателем Кабинета министров. Макгрегор вообще не обращает внимания на то, что этот человек, кроме того, что он забрал исполнительную власть, судебную власть через Кабинет министров, он забрал и законодательную власть. То есть он председатель Меджлиса, Халк Генеши, то есть председатель парламента. То есть все три ветви власти собрал. Кроме этого, Макгрегор говорит о том, что в Туркменистане демократия процветает. Туркменистан идет такими темпами демократии. Скоро они обогнут Америку, Европу и будут соревноваться с какой-то планетой, ну, например, с Марсом. Вот настолько этот человек, без чести, без принципов дипломатии, который предал дипломатию европейскую, который предал дипломатию американскую, канадскую, мировые дипломатические условия, который предал просто все принципы демократии. От демократической организации находится в Туркменистане. Вместе с президентом Туркменистана играют на гитаре, песни поют, закрывают глаза. И более того, он делает все свои доклады в таком хорошем цвете, что когда читаешь его доклады или его отчеты по Туркменистану, ощущение такое складывается, что это какая-то страна демократическая, и в ней обязательно надо побывать, и более того, обязательно надо в этой жить. Вернемся к диктатору Туркменистана Бердымухамедову. Тем самым, своим устным указом, он закрыл дороги между областями, поставив народ Туркменистана еще более в тяжелое состояние. Очереди за продуктовыми карточками, очереди за хлебом занимаются с вечера. Очередь чтобы получить одну ляжку в месяц на 5 человек, на семью из 5 человек, это все продолжается. Дороги закрыты между вилаятами на сегодняшний день только по одной причине. Бердымухамедов испугался активности нашего народа. Бердымухамедов заметил, что каждый человек начал отстаивать свои права. Каждый человек в Туркменистане понял, что существующая правоохранительная система – это не правоохранительная система, а правонарушающая система, которая сама нарушает права человека. То есть полиция, Министерство национальной безопасности вообще за 30 лет превратилось в террористическую организацию. Поверьте, если вы будете защищать свои права где-то на мелком уровне, к вам придут домой и вас заберут. Прокуратура занимается только тем, что сажает людей. То есть никакую защиту людям не осуществляет, а только ловит тех, которые, значит, МХМ, вот это, Министерство национальной безопасности приводит, или полиция, просто в наглую судят их, то есть делают, приписывают всем все какие-то уголовные, какие-то административные нарушения и передают в суд. В суде тройка. Это судья, прокурор и адвокат. Адвокат ничего не решает, он дежурный адвокат, он приходит, подписывает, получает свою долю и уходит. То есть вот эта тройка, как в 1937 году в Советском Союзе судили народ, мы сейчас живем не просто в 1937 году. В 1937 году можно было дышать. Нам даже дышать невозможно. У нас даже между областями закрыли. Посмотрите, в 1937 году в Советском Союзе разве между областями были закрыты дороги? Нет. Вот в таком мире мы сегодня живем. Президент Туркменистана Бердымухамедов незаконно удерживает закрытие дорог. Более того, он закрыл дороги все в Туркменистане. То есть
люди, 45% трудовых мигрантов, которые были вынуждены выехать за пределы Туркменистана, работают и держат все социальные, решают все социальные проблемы в Туркменистане, перечисляя 200, 300, 500 долларов ежемесячно своим семьям, он им запретил возвращаться. Он закрыл дороги, нету самолетов, нету рейсов, границы закрыты. Вы не можете пройти. Границы только для грузов. Потому что Бердымухамедов испугался людей, которые снаружи. Они увидели свободу, они теперь хотят отстаивать свои права, активисты поднялись. Он испугался, он просто закрыл дороги. Это происходит уже в течение 2 лет. В течение 2 лет мама не может увидеть своего сына, ребенка. Сын не может увидеть своих родителей. За 2 года очень много туркмен умерло в Туркменистане. По нашим подсчетам около 160 тысяч. Из 2 миллиона 350 тысяч человек, которые находятся в Туркменистане, если умерло приблизительно 160 тысяч человек, это получается около 8%, 7% населения. Это ужасно. В каждой семье есть умершие от коронавируса. Мы даже не могли попасть в Туркменистан, чтобы оказать почести, увидеть перед смертью или же просто пойти на могилу и посмотреть дать почесть нашим умершим родственникам. На сегодняшний день все дороги закрыты. Студенты из-за того, что конвертации нету в Туркменистане, Туркменистан банкрот, социальные проблемы, экономические, политические проблемы, все наложились, страна схлопывается. Президент Туркменистана Бердымухамедов никогда не прошел избирательную кампанию, никогда не проходил экономические, финансовые, образовательные курсы, не знает, как управлять страной. Он может только на гитаре петь, на лошадях ездить, на самолете летать, на баги, там показывать себя песни петь, стихи сочинять. Ну, идиот, в общем. И в этой сложившейся ситуации, где экономические проблемы сумасшедшие, технологические проблемы, отраслевые проблемы бешеные просто, он даже не управляет кабинетом министров. Он не проводит заседания. С утра до вечера он занимается тем, что как прижать народ и где можно что своровать. То есть мы вот на этой точке находимся. У меня вопрос к нашим друзьям, которые сегодня присутствуют на нашем канале, Тимур. Тимур, как вы думаете, вот так вот долго может продолжаться? То есть дороги закрыты, никакой эпидемиологической ситуации нету, никаких оснований нету, чтобы между областями, вилаятами закрывать дороги. До каких пор это будет продолжаться? И президент Туркменистана в конце-то концов откроет ли дороги или сам народ должен встать и открыть дороги? Как вы думаете? Спасибо, что мне дали. В общем, я думаю, что народ должен подняться. Если народ не поднимется, то ничего не будет, я думаю. Потому что, да, мы снаружи, конечно, можно там в ОБСЕ, там ООН, там жаловаться, да. Но на самом деле народ должен подняться, народ. Потому что народ сидят голодные, холодные, дома есть нечего. Поэтому вот я думаю, что народ должен подняться. Естественно, если народ поднимется, то снаружи мы должны помочь им. Спасибо. Спасибо большое. Петр, у меня к вам вопрос. Вот Тимур правильно сказал, народ должен подняться, потому что мы начали везде выступать, в ОБСЕ, письма писать, Байдену, Европейскому парламенту, протесты делать. Бердымухамедов открыл чартерный рейс. Обратите внимание, как открыл. Его родственники, самолет, который стоит 25 тысяч долларов, за счет конвертации маната, разницы официального курса и неофициального, за 1500-2000 долларов нанимают самолет, который стоит 25 тысяч долларов или там 20 тысяч долларов, летят в Берлин, кофе пьют, вечером летят в Турцию. В Турции забирают пассажиров, с каждого пассажира берется от 3 до 10 тысяч долларов. То есть 150 человек, в среднем по 5 тысяч, если заплатят, это получается около 750 тысяч долларов. То есть они на этом еще зарабатывают, племянники. То есть это бизнес. И вот они делают в месяц 2-3 чартерных рейса. То есть нанимают самолет, летят, покупки делают свои и на обратном пути забирают. Они летят 10 человек, 5 человек, родственники Бердымухамедова.
Вот такое бандитское управление бандитами в Туркменистане происходит. Петр, у меня к вам вопрос. Если народ Туркменистана должен подниматься, как вы думаете, как он должен подняться? Кто-то должен их поднимать, или они сами должны какой день собраться, или там должна быть какая-нибудь трагедия случиться, или какие-то есть другие варианты. Как вы думаете, как народ должен подняться? То есть что должно послужить? Вот я обозначил эти проблемы. Кроме этого, еще больше проблемы должны быть. Или что должно случиться, чтобы народ поднялся? Как вы думаете? Ну, я думаю, уже больше некуда уже. И так, как, и так уже в болоте весь народ сидит. Поэтому, как вот в начале 20 века Голодомор уже было, то же самое и сейчас история повторяется. Я думаю, сейчас крайний момент, ну, если подняться, то уже пора уже. Как говорится, до поры, до времени, ну, сколько уже можно терпеть. Спасибо. Я хотел бы добавить, вот демократический выбор Туркменистана, народное движение, всех вас призывает до 10 января, если Бердымухамедов не открывает дороги между вилаятами, 15 января, в субботу 2022 года, в 10:00 всем людям, проживающимся в Туркменабаде или Бабской области, выдвинуться в сторону Марийского вилаята. Если вас на посту не пускают, собраться у поста этого, да, то есть выездного поста, и там собираться до тех пор, пока не соберутся 1000, 10 тысяч человек и идти в сторону Марийского вилаята. Все жители Марийского вилаята должны собраться у поста в направлении Туркменабадского вилаята, то есть Лебабского вилаята, в 10 часов 15 января, и как соберетесь большинством человек, выдвигаться в сторону Лебабского вилаята. Вот так мы можем дороги открыть. Я вам всем тщательно рекомендую поддержать эту акцию ДВТ. Мы вас просим, если до 10 января все дороги официально не откроются, то выдвигаться с Лебабского вилаята в сторону Марийского вилаята, с Марийского вилаята в сторону Лебабского вилаята. Все детали в последующих своих видео мы вам расскажем, как это сделать. Всех активистов ДВТ, находящихся в Туркменистане, я прошу поддержать эту акцию и выдвинуться и открыть эти дороги. Хватит ждать. Кого ждать? Бандита, который занимается только ограблением страны под занавес. Кого мы ждем? Этот бандит, если вы помните, в Лебабском вилаяте, когда ураган был, и в Марийском вилаяте, около 1000 человек умерло. С чертовой карусели улетали дети и умирали. Никто не предупредил о циклоне. Никто не предупредил, что будут большие жертвы. Циклон набросился на мирный город и разнес всех, и людей раскидал. Около 1000 человек умерло. Что сделал этот бандит Бердымухамедов? В этот вечер он давал концерт у себя во дворце. На следующий день вместе с Рашид Мередовым он продолжал давать концерт. То есть не вышел, не объявил, что трагедия, не дал почести этим людям, которые умерли, не сделал минуту молчания, не подтвердил, что по статическим данным столько человек умерло. Более того, обманули всех людей, которые там находились в Ливабе и Марийском вилаяте, у них крыши улетели. Этим людям сказали, все решим, не волнуйтесь, не поднимайтесь и так далее, и так далее, и так далее. И потихонечку замяли. Люди до сих пор без крыши сидят, до сих пор жалуются. Кому верит? Вот этому правительству, которое на жертвах наших, на наших жертвах наших родственников песни поет, на гитаре играет. Человек, который сегодня держит весь народ, половину народа за пределами, половину народа внутри страны, как в тюрьме, не пускает объединяться семьям, семьи разрушаются. Этому человеку ждать, пока он откроет дороги? Никогда. Не обманывайте себя. Я почему вам это говорю? Нам надо брать риски, нам надо идти вперед, нам надо решать проблемы. Хватит ждать кого-то. Дядя Сэма из Америки или Жан-Клод Ван Дамма из Европы. Хватит. Мы сами туркмены, и мы храбрые. Нам просто нужна мотивация. Если будет мотивация, мы старые
люди, старые герои, у нас в крови это есть. Мы обязательно встанем и отстоим свои права. Поэтому я вас всех призываю поддержать эту акцию. Более подробно следите за нашим видео, который ежедневно будет транслировать это все. Все детали, как это делать, почему надо это делать, мы будем объяснять. Петр, спасибо за ответ. Вот я следующий вопрос хочу задать нашему Тимуру, военному, который разбирается в стратегии, в тактике, в военном деле, который разбирается в региональной обстановке, который в курсе многих событий, происходящих как в Туркменистане, так и за пределами окружающими странами Туркменистана. Как вы думаете, Тимур, если народ Туркменистана встанет с Либабского вилаята, даже 200 человек, на машинах приедут на пост, кто-то им будет сопротивляться? Как им выходить из положения? Если, например, у них будут проблемы, что им делать? Что вы посоветуете? Тимур, вы нас слышите? Да, слышу. Я понял Да. вопрос ваш. Я просто выключил это, оказывается, этот микрофон ваш. Я понял ваш вопрос. Я думаю, что люди, которые будут выходить и будут двигаться со стороны Туркменабада, Мари, со стороны Мари, Туркменабад, эти люди должны страховаться таким образом, чтобы соседи, знакомые, всем надо сказать, надо, что они будут выходить, всем, чтобы они знали все. И чтобы идущие по дороге тоже должны как бы как один единый механизм, чтобы они друг друга поддержали, никому не давали забрать отдельно, чтобы если заберите нас, всех они не заберут. Если 200 человек даже будут, всех они не заберут. Я думаю, поэтому, если такое сплочение будет, я думаю, все будет нормально, и этот Харамдаг, естественно, увидит это все. Я думаю, ничего не сделает. Тем более, если эти люди скажут, что такое-то число будет выходить на трассу, и тем более нас оповестит, и активистов, и правозащитные организации, что это наш, и то да, естественно, там не только они, то есть все как единый механизм, все как один человек, один за всех, все за одного. Естественно, это сработает, потому что мы будем за этим наблюдать, и, естественно, они по возможности, они должны снимать это все на телефон. Естественно, по возможности через ИМО, у нас ИМО работает в Туркменистане, и вот постараться вот это вот, все это движение, все это вот это организованное движение постараться записать на видео и скидывать на Ютубе. И скидывать, тем больше, тем лучше, чтобы Ютубе все это чтобы заполнили все. И тем более, чтобы люди, которые уходили, чтобы они видно было, кто уходил. Потому что люди, которые там, если с ним, дай бог, что-то будут, естественно, мы будем за каждого человека, за каждый выходивший на улицу, там, будем отстаивать, будем защищать. Спасибо. Спасибо, Тимур. Очень хорошая точка зрения. Я хочу дополнить то, что Тимур говорит. Вот смотрите, 50 человек подъехало. Там вас не пускают, значит, пост закрыт и так далее, и так далее. Звоните своим родственникам, друзьям, знакомым, подъезжай, мне нужна помощь твоя. Машины скапливаются, 1000 человек, они разбегутся. Национальная безопасность, поверьте, это самые трусы, которых я знал когда-то. Я с ними боролся, я их снимал с работы, они боялись, они кучкой, вот против одного человека 40-50 человек. Вот они ко мне приезжали в офис, меня арестовывать, 40 человек. То есть боятся, 1-2 боятся. Поэтому, когда будут люди собираться, когда машины будут подтягиваться, вы прорыв сделаете без силы, они сами откроют. Выдвигайте в сторону Левапа. Черт с ним. Никто не встанет на вашем пути. Полиция вас поддержит. В МХМ, в национальной безопасности работают тоже порядочные люди. Они вас поддержат. Войска вас поддержат. Все вас поддержат. Более того, снимайте на видео, отправляйте. Мы на весь мир в онлайне будем транслировать все. Весь мир будет знать. Весь мир встанет. Не дай бог кого-то тронут. Весь мир поднимем для этого. Будем биться за каждого. Если будет возможность, мы тоже постараемся подъехать. Поэтому это первая акция масштабная в Туркменистане, которую вот ДВТ инициирует. Всем активистам ДВТ, все, которые со мной созваниваются,
работают со мной, с нашими активистами. Мы вас всех просим подключиться к этой акции. Всем, кто не хочет подключаться или кто боится, приходите туда, просто на видео снимайте и отправляйте своим родственникам, знакомым, распространяйте эти видео. Поэтому эта акция, больше 100 человек уже задержания не будет, поверьте. Они будут просить уезжать. Не уезжайте домой, пока не выполните задачу, не объединитесь с Марыйским вилаятом. Вы должны объединиться, два народа, Марыйский и Лебапский вилаят. Объединяйтесь. Как вы объединитесь, это сила, все. С этого момента вас никто никогда не тронет. Забудьте о нарушении прав человека в Туркменистане. Будет только с каждым днем меняться в лучшую сторону. Может быть, даже Бердымухамедов убежит, поверьте. Я слово представляю Петру. Петр, как вы думаете, если 100 человек подъедут туда по этой акции, подъедут еще 30, 40, 50 человек, чтобы снимать просто. Полиция, которая стоит, 2 человека постового и 2 человека службы безопасности, они откроют дороги или они будут говорить, нет, вы извините, идите домой, мы откроем завтра, мы напишем президенту, как они всегда делают, обманывают. Вот в Турцию дороги откроются, вот через 30 дней откроются, сейчас вот праздник, вот сейчас праздник пройдет, мы обязательно откроем. Праздник проходит, потом они говорят, вот сейчас май месяц, 25-го будет праздник города, мы сейчас 150-летие Ашхабада, мы сейчас пройдем, потом откроем. Май заканчивается, они говорят, вот сейчас в августе будет подготовка к этому, в сентябре у нас нейтралитет, там события, вот мы проведем, потом вот так. Сентябрь проходит, вот в октябре у нас будет День независимости, мы проведем и так. И вот эта обманная техника Бердымухамедова и его власти уже надоела. Им никто не верит. Вот на эти ловушки не попадайтесь. Откроют дороги, открывай. Поэтому, как вы думаете, Петр, если 100 человек подъедет, дороги не откроют, и они позвонят своим родственникам, друзьям в поддержку, подъедут ли они или нет? Как вы думаете, поддержат ли эти 100 человек, их родственники, друзья, просто лебапцы, марыйцы с этой стороны, лебапцы с этой стороны? Как вы думаете? Я думаю, поддержат. Почему? Нужно заранее это все запланировать и договариваться, да, чтобы, а то без, чтобы не было, да, потом провала, да. Я думаю, поддержат. Почему? Почему бы нет? Раз это родственники и настоящие друзья, а не друзья там, если настоящие друзья, почему бы не поддержат? Поддержат. Даже, возможно, я думаю, полицейские, они сами туда, в сторону народа перейдут. Увидев там, больше народа. Спасибо. Очень правильно вы сказали. Я беседую с несколькими полицейскими с разных уголков нашего Туркменистана. Все полицейские уже устали от этого Бердымухамедова. У них сейчас зарплаты нету, ни ноябрьской, ни декабрьской, ничего нету. У них нету, сегодня уже усиленно идет в Туркменистане. Из-за усиленного им доплаты нету, даже оплаты нету усиленного времени, у государства денег нету. Последние деньги они воруют, забирают. То есть никто не думает о пополнении бюджета, о кредитно-финансовой политике, о экономической политике, о организации в социальной сфере, о отраслевых проблемах. Никто ни о чем не думает. Кабинет министров не работает. Бедные министры приходят и уходят. Вот последние данные после нашего объявления реально статистических данных в Туркменистане начали проверку делать и начали арестовывать всех, кто работает в Госкомстате. Министра, замов. В вилаяте несколько человек, чтобы не терпеть эти пытки, себя повесили. То есть себя убили. Несколько человек. Вот так вот работает правительство Туркменистана. Правительство Туркменистана нету. Есть бандитская группа, и под этой бандитской группой вынуждены люди, министры и вице-премьеры. Их заставляют воровать, они воруют, кто-то сам ворует, но они знают, что прекрасно, что через полгода, максимум через 2 года они окажутся в тюрьме Овадан-Депе, самой страшной тюрьме Туркменистана. Овадан-Депе это называется красивый холмик. Вот в этом красивом холмике, это страшная тюрьма, они превратили это название в самое страшное место. Туркменистан, прекрасный город Ашик-Абад, то есть город Люби, они превратили в самый ужасный город, где над народом издеваются,
где элитки все эти построены, там люди практически не живут. Там свет включают на ночь, обмануть весь мир, чтобы сделать почтовую картинку, марку и показать всему миру, как Туркменистан процветает. Я думаю, что полиция поддержит обязательно. Я думаю, что национальная безопасность тоже поддержит. Военные поддержат, они встанут на стороне народа. Нам самое главное дойти до 1000 человек на каждой точке. На точке Лебаба в сторону, на посту в сторону Мары, на посту Мары в сторону Лебаба. Вот надо нам собраться там, чтобы эти дороги открылись навсегда, и тогда нас поддержат. Самое главное, обратно не уходить. Надо приходить туда с сэндвичами, приходить туда с возможностью продержаться несколько дней. Тимур, у меня к вам вопрос, Тимур. Как вы думаете, если там народ соберется, 100 человек, 50 человек, их начнут обижать или что? Они позвонят своим родственникам, друзьям, знакомым. Это суббота, все свободны, все подъедут туда, соберутся 500 человек. Полиция, правоохранительные органы перейдут на сторону народа, военные перейдут на сторону народа, станут туда и скажут, никто не может трогать этих людей. Потому что я уже слышал несколько раз от полицейских, от даже нацбезопасности. Кто народ тронет, не обижайтесь. То есть вот здесь в чате написал один, вы не боитесь, что Бердымухамедов вызовет спецназ частный за деньги и будет избивать народ. В тот раз это было скрытно. Когда вышли около 100 женщин, они наняли спецназ людей из Чечни, из Прибалтики, привезли частным самолетом. Эти люди избивали наших женщин, 60 человек, издевались над ними физически и сексуально и уехали. Я выступил и предъявил претензию нашим правоохранительным органам. Сказал, что у вас чести нету. Как можно, с другой стороны, люди приезжают и издеваются над нашим народом. А где вы, правоохранительные органы? После этого они провели собрание, и они как один говорят, мы будем стоять до конца. Не дай бог кто-то приедет. Мы будем защищать свой народ. Мы граждане своего народа, мы такие же, как они, мы народ. То есть у них позиция такая. Как вы думаете, все-таки полиция и национальная безопасность, и армия встанет на сторону народа, если там будет 500 человек на каждой точке? Тимур? Я хочу добавить то, что вы сказали, в том, что там люди, я не знаю, люди в Чечне были, не знаю, но я знаю, что очень достоверный источник в Туркменистане 2 раза получил информацию о том, что Чарджове, когда была ЧП, когда наших избивали неизвестные люди, там, охраны, это Харамдага, это люди, талибане, пуштуны, которые еще американцы, когда заехали в Афганистан с тех времен, они легализовались в Туркменистане, они все находятся в охране Харамдага, они постоянно перебивают на Фирюзе и занимаются боевой подготовкой в Хиляте. И Шамрада Шаммы, с ним тоже когда на людей охотятся, тоже их берут с собой, потому что у них навыков много убивать людей, поэтому они этим занимаются, этот Тохом и режим, и тем более тут присутствуют, они их используют, пуштунов именно, хотя среди них и туркмени есть, но туркмени специально их не взяли, именно взяли пуштунов, чтобы туркмен не пойдет, потому что поэтому сейчас я думаю, что если народ намерение будет четко и ясно, все будут выходить на улицу и будут выходить марисы, как братья, как сестры, как единый механизм со стороны Чарджова, со стороны Мары. Все будут выходить, толпа народа будет выходить, и все жители Мары, Лебаба, все будут поддерживать тех людей, которые будут выходить и будут их сопровождать. Проблемы абсолютно не будет, потому что все органы, которые будут туда выходить, они перейдут на сторону народу, потому что это хотят и нормальные минбешники, и нормальные кинбешники, и нормальные полиции все. Все хотят, нормальные люди хотят перейти в сторону народу. Только стоит народу там подняться, я думаю, что
будут объединения, все пойдут в одну дорогу. Так что я думаю, что успехи Да. будут на 100 на 100. Спасибо. Спасибо большое за ваше мнение. Я тоже хотел бы сказать, вот смотрите, в Туркменистане не будет 10 протестов, 20 протестов, будет один протест, и он будет ключевой. Это не протест, это показать народу Туркменистана, президенту Туркменистана, диктатору, что народ уже устал, все. Мы, как братья, сестры, надо объединяться. 2 вилаята первое объединение делают. Потом откроем другие вилаяты. Потом откроем мы внешние дороги. Мы будем шаг за шагом, как Спартак, идти к победе. Маленькая победа, больше, больше, больше. Мы не будем останавливаться. Поэтому я прошу весь народ Туркменистана. Все, кто себя считает достоин этой страны, все, кто себя считает, все, хватит. Я родился не быть рабом. Я родился в нормальной цветущей стране. Этот подонок, этот мерзавец, этот бандит превратил мою страну, захватил ее, своровал. Своровал все управления власти, сделал невыносимые условия для многих моих братьев, сестер, которые вынуждены были уехать. Но я здесь остался, я должен бороться. Я должен показать, кто такой туркменский народ, который борется за справедливость, честен и порядочен. Поэтому я призываю всех порядочных людей, всех людей, у кого совесть осталась, всех людей. У тебя есть сила, нет силы, неважно, это не принципиально. Приди на эту точку, покажи, что ты против этого режима, что ты против беззакония, что ты против несправедливости. Поддержи справедливость. Поэтому я вас всех призываю. У меня следующий вопрос к Петру. Петр, вот, допустим, 100 человек пришли. Одного-двоих там пытались побить, там 4 человека, навряд ли побьют. Они сделают усиление, потому что Бердымухамедов испугается. Сделают усиление. Солдаты будут смотреть, не пустят. Эти люди позовут других, соберется 500 человек. Опять не пустят. В течение суток наберется 1000, 2000, 3000 человек. Вот эти солдаты, которые подъедут, вот эти вот полиции, перейдут ли на сторону народа и вместе с ними пойдут ли вперед, чтобы эти солдаты и военные охраняли народ, чтобы народу никто не мешал и народа никто не трогал. Они же работают, то есть они же, полицейские работают для народа, то есть они же присягу принимали, военные присягу принимали, что я буду защищать народ. Просто у нас верховный главнокомандующий оказался мерзавцем, врагом народа и узурпатором туркменского народа, который украл всю страну, украл все права народа, украл все ветви власти. Они же не знали, что получится. Но сегодня, когда народ страдает, народ угнетается, один узурпатор снаружи, за границей платит частным людям, вместо того, чтобы эти деньги заплатить народу и помочь решить проблемы, платит по $5000 за каждую неделю поездки этим людям, плюс питание, содержание, самолеты, все-все, привозит этих людей в спецназ, комплектует внутри из разных людей, натравляет народ, избивает, насилует народ и опять их провожает. И их сопровождает Министерство национальной безопасности. Встречает, сопровождает и так далее. Как вы думаете, вот если там соберется 1000 человек, военные, которые подъедут, полиция, которая будет на месте, нацбезопасность, они поддержат наш народ, встанут на сторону народа. Когда народ пойдет в сторону Марыйского вилайата, они будут их защищать или они напротив, как на Украине, будут стрелять в свой народ? Как вы думаете? Я думаю, если они не перейдут на сторону народа, да, это, я считаю, уже предательство вот, родителям, да, родным уже. Вот они же тоже не из Марса, вот тоже, да, ну, не с неба же упали на землю. Они вот тоже там по-любому будут родственники, да, или там друзья. Я думаю, перейдут. Или же это я считаю как предательство Родины. Да, спасибо. Очень правильно заметили, если твой народ угнетается 30 лет, если 45% населения вынуждено работать как рабами в Турции и в других странах,
перечислять свои заработанные деньги, оставлять только покушать в Туркменистан, чтобы поддержать свою семью, чтобы их дети, бабушки, которые за ними смотрят, дети не умерли и бабушки не умерли. Эти люди, которые работают за пределами Туркменистана, вынуждены работать по 12, 16, 20 часов. Из-за таких нагрузок заболевают раком и другими болезнями, умирают. Если они перед смертью обращаются в посольство, чтобы их транспортировали в Туркменистан, посольство издевается, говорит, нет, берет деньги с них до 10 тысяч долларов. Если в такой ситуации вот эта бандитская власть, угнетающая народ, и вот эти военные, полиция, МХМ и другие правоохранительные органы будут защищать опять этого Бердымухамедова и его родственников, тогда это не только предатели, они уравновешиваются, то есть равные, как сам Бердымухамедов. Они являются враги народа Туркменистана. На этом страна пропадет. Всю присягу, которую они дали, защищать свой народ, свое государство, тогда они нарушают эту присягу. После этого, я не знаю, как они к себе будут относиться, но это уже как бы предательство своего народа. Как вы считаете, Тимур? Это предательство своего народа, если эти люди будут народ избивать, стрелять, угнетать, мешать этому народу, выразить свое право на несправедливость, которая осуществляется. Понимаете, Мурат Курбанович, я хотел сказать, как военный человек, я служил в Туркменистане, я любил свою родину, я хотел служить, хотел стать генералом, хотел стать, еще выше хотел подниматься. Я любил свою родину, я люблю свою родину, я люблю свой народ туркмен, люблю. Но скажу одно, из-за того, что стали в последнее время, вот это вот 30 лет уже, да, вы считаете, и с тех пор времени начали поощрять очковытрательство, понимаете? Подхалимство, очковытрательство. Понимаете? Вот это вот они развили в Туркмении. Они запустили самоуничтожение. Понимаете? Они убили армию, они убили полностью все структуры. То, что хотели себе прикрывать свое воровство, они убили полностью. Все структуры они это убили. Поэтому сегодня работа в органах, я считаю, что это недопустимо, потому что это работа режима, поэтому это считаю, что это предательство, считаю, потому что надо сейчас вовремя, надо всем, кто носит погоны, бросать на работу, не выходить работать, тоже будет хороший резонанс будет, тоже будет нормально, тогда даже Харандав сам может убежать от ваших действий. Поэтому я обращаюсь к военным, и кто носит погоны, кто имеет честь и достоинство имеет. Если его не имеет, туда еще оставайтесь, еще 100 лет, 200 лет оставайтесь рабами. Ваши дети будут за его ихними харамскими тухумами будут ходить. Они будут ручку будут делать, жопу будут целовать будут. Вы понимаете, что делаете? Сейчас самое время подниматься, потому что уже другого варианта нет. Вы же видите прекрасно, что у нас страной управляет наркоман-шизофреник, который уже весь мир смеется над ним. Ни один человек еще, можно его поставить рекорд Гиннесса, кстати, ни один туркмен еще так не позорил туркмен, так как позорил нас Гурбанов Бердымухамедов. Он так позорил туркмен, что даже нам, мы люди чести, имеем честь, работаем, имеем авторитет, где мы не были, на чужих странах все равно. У нас есть авторитет, у нас есть работа. Понимаете? У нас есть ученики есть. Мы живем нормально. Из-за таких, как Гурбан Бердымухамедов, нас весь мир узнал, конечно. Но уже знают люди. Теперь уже мы объясняем, что у нас есть умные люди, у нас есть грамотные люди внутри Туркменистана и снаружи Туркменистана. Поэтому мы сделаем это все вместе с патриотами своей страны. Они есть внутри страны, есть и снаружи. Поэтому я думаю, что вот сейчас вовремя надо остановиться
те, которые носят погоны, перейти в сторону народу, помочь им, не препятствовать им при протесте наш, поддержать всех. Тех, которые придет, даже вот наемные придет, не допускать им, не давайте бить их людей, не отдавайте народ. Сейчас время пришло. Мы подтянемся снаружи, мы придем, надо будет, себе будем жертвовать. Но я еще раз прошу всех, которые носят погоны, вы приняли присягу, что вы будете служить своему народу, своему народу и своей родине. Если вы приняли присягу, будьте достойными, имейте честь, переходите в сторону народа. Вы все прекрасно знаете, что творят сегодняшний режим Харамдага и его Тохум. Все абсолютно, все знаете, как они вытаскивают из дома, блядь, людей избивают, как они прокуроров избивают, как они судей избивают. Что хотят, то делают. Это бандитские государства, понимаете, бандитские государства. Те, которые бандитские государства поддерживают, они сами бандиты, сами террористы. Поэтому вы понимаете, что вы делаете сейчас? Вот сейчас вот проблема звонит мне, там со всей стороны звонит, что посольство Туркменистана в России, Украине, Белоруссии, оттуда информация приходит, и в Турции. Вы что делаете? Консульские, посольские, консульские работники, блин. Вы этих детей заставляете стучать на своих, которые живут в одном месте, в одном общаге. Как они стучат будут в своих людей, своих родных. Вы понимаете, что с них делаете? Вы помогите хоть им деньгами. Вы помогите трудоустройством в России и других странах. Они мучаются, блин. Это же ваши дети. Это же наши дети, ваши дети. Вы понимаете, что делаете? Вы даже фашисты таким образом свой народ так не обращаются. Они любили свой народ. Они любили свой народ. Да. Это Харамдак что делает? Он уже невозможно. Вы понимаете, что делаете? Его уже везде смеется. Он уже все. Вы понимаете, вы поддерживаете шизофреника, он уже все лишился маразма. Понимаете, он 100% лишился маразма. Понимаете, что делает он себе главнокомандующим? А что он делает? Я человек военный, честь имею. Я люблю свою родину. Я люблю свой народ. Я готов жертвовать собой любое время за свою родину. Это улыбкой в лице это сделаю. Если надо будет, покажу лицо, проблем нету. Но я хочу оказаться рядом этого Харамдага в скором времени. Поэтому еще раз говорю, что повторяю, потому что вот это Харамдаг, то, что делает, вы понимаете, с высшим образованием, вы неужели не можете говорить нет этому? Еще есть вариантов. Всем посольствам, консульствам, вы все нас слушаете, следите. Вы, Мурат Курбанов, начали вести охоту. Мы знаем военные, мы знаем. Мы подсказываем иногда Мурат Курбанову, что делать надо. Вы за него начали устроить охоту. Мы об этом тоже знаем. Когда, что будут. Но это люди, которые будут выходить, они тоже в любой момент может лишиться, без головы останется. Потому что вы непрофессиональные, потому что вы все потеряли, разведывательную цепочку потеряли, у вас все уже, агентов ваших, вот Афганистан, у вас нету. И вам уже никто не верит, понимаете? Вам не верят ваши агенты, которые там выросли в Афганистане, Казахстане, Узбекистане, Иране. Все, нет ничего, нет у нас, не работает, внешняя разведка у нас не работает. А то, что вы деньги предлагаете, чтобы люди, 3-7 человек не должны собраться в Туркмен, Иране и Афганистане, а об этом талибы тоже знают, чтобы вы знали, долбоебы, понимаете? Я уже не знаю, каким словами вам переводить, чтобы вы наконец-то понимали. Поэтому я думаю, что сейчас время пришло. Поэтому
Я говорю, несколько вариантов я скажу. Вариантов это то, что мы говорим, люди будут выходить, пожалуйста, на улицу, да, в сторону Либаба, с Либабской стороны Мары. А, и это будет нормально, да. Есть вариант, еще один вариант есть. Это тоже бросайте работу. От голода не умрете 2-3 месяца. Бросайте работу. Третий вариант, это посольские, консульские работники. Над вами смеются все. В Америке, в России, Украине, везде над вами смеются. Как вы можете, блядь, как вы себе еще голову поднимаете? Как вы еще голову, как вы еще живете? У вас есть дети, у вас есть отец, мать. Вы что делаете? Зачем вы издеваетесь над своим народом? Если вы уже почувствовали, что уже не то пошло, уже вы бросайте работу. Все вместе бросайте работу. Я знаю, если все посольские консулы надо будет сбросить, туда жертвы даже будет меньше. Это Харада сам уйдет. Спасибо. Извините, пожалуйста, я немножко... Окей. Спасибо. Я хотел бы добавить, да, вот смотрите, уважаемые военные, уважаемые правоохранительные органы, уважаемая полиция, национальная безопасность, прокуратура, суды, ваш верховный главнокомандующий, когда наркоман, героинщик, 30 лет курит этот героин, уже скурил свои мозги, принимает сумасшедшие решения и по вам, и по народу. Неужели он еще для вас является верховным главнокомандующим, или он является мерзавец, которого вы боитесь? Если вы боитесь, отойдите в сторону. Мы как народ сами все решим. Но если у вас хоть какая-то честь, гордость осталась, встаньте на сторону народа. Встаньте против этого героинщика, великого главного, значит, главнокомандующего, который себя назначает в парадной форме, который стоит перед вами, и вы ему руки целуете. Хватит уже. Вы опозорили Туркменистан на весь мир. Хватит, вот этот шанс у вас. Уже покажите, кто вы, хоть один раз. Хватит уже. Я хотел бы вернуться к студентам, которые находятся в Российской Федерации, Беларуси, Украины, в Турции. Вот случай был недавно. Есть такой в Российской Федерации консул Батыр и Арас. Есть из-за конвертации в Туркменистане, нету конвертации. Обратите внимание, 30 лет независимости, 30 лет процветания с экономическими темпами 5,7 до 10,15% в год. Китай, например, 3,1, 3,2. Мы дошли до того, что у нас за хлебом в очереди стоят, продуктовые карточки, зарплату нельзя получить, в очереди стоят с ночи, значит, в кассах, да. Конвертации нету нашего маната, наш туркменский манат, так же, как и президент Туркменистана, позорный, никогда не конвертировался. Официально по 3,5, курс плавает от 15 до 40. Реально, если его отпустить, он будет 200-300. Никакой ценности не имеет, как и наш президент. Люди, наши студенты бедные, которые учатся в Российской Федерации, которые уехали, родители им отправляют деньги по $50 в месяц. Им надо за учебу заплатить 1500-2000 $. Им надо заплатить за проживание, значит, общежитие и так далее, 1500-2000. Они не смогли заплатить, и бедные люди уволены оттуда. То есть отчислены с учебных заведений. Они обратились в консульский отдел за помощью, что у них денег нету. Более того, у них документов нету о том, что они имеют право работать, потому что виза автоматически закрывается. Они просят переправить в Туркменистан их. До этого они просили помочь с конвертацией, ну так не получилось конвертация, потому что ее нету. Отправить их в Туркменистан. Вот этот Батыр и Арас, консулы, которые находятся в Москве, девушкам они предлагают сожительство и оказать им секс-услуги. В этом случае они им помогут. Обратите внимание, до какого уровня дипломатический уровень Туркменистана упал. Такого никогда не было. Также в Турции Какаджан, Мердан, Азат, консулы тем самым занимаются. Кто хочет домой поехать, через постель, через них. Это позор, это ужас, это позор, это плевок Харандагу, еще 1 миллионный плевок этому Бердымухамедову. Что Бердымухамедов, что его окружение, это просто, это кошмар. Как так можно
официально всем объявлять людям: вы хотите поехать домой через постель, приходите. Или моей любовницей станьте. Уже даже деньги не берут. Я вас буду поддерживать, если надо, там и так далее. То есть, что они эту работу дипломатическую превратили в свою собственность, это же ужас. Поэтому у нас время пришло, мы должны вставать, мы должны показать, что туркменский народ нельзя всю жизнь пинать. Он тоже встанет, но если встанет, будет очень плохо. Тем чиновникам, которые проворовались, тем чиновникам, которые поддерживают Бердымухамедова. Петр, у меня к вам вопрос. Вот вы тоже студент. Как вы думаете, вот эти вот дипломаты имеют ли какое-то моральное право после этого работать, если они уже этим девочкам 18-летним, которые приехали, можете представить, туркменка, русский язык хорошо не знает, приехала в Россию, проучилась 2-3 месяца, с Туркменистана родители деньги перечислять, готовы хоть 10 тысяч долларов, но, к сожалению, конвертация только 50 долларов, и то ее заслужить надо в месяц. На 50 долларов прожить не могут. Отчислены из-за этого. Идут в консульство просить за помощь, а им предлагают там секс-услуги сделать. Более того, полиция задерживает туркменских граждан, у которых просрочены документы, и говорят: ваши граждане, почему паспорта не продлеваете, почему им поддержку не делаете юридическую. Что говорят консулы? Арестовывайте их. Почему вы не арестовываете? Вы по закону должны их арестовать, наоборот, их давят. И чтобы их арестовали. То есть не то, что помогают, а заставляют арестовать. То есть это бандитское правительство во главе с Бердымухамедовым против народа. Вот я не пойму это. Никакой вот логики как бы не умещается это все. Как вы думаете, Петр, после этого, как они предлагают секс-услуги, дипломаты, Батыр, Араз в Москве, который находится, в московском посольстве, на Арбате, Какаджан, Мердан, Азат в турецком консульстве, которые являются консулами, имеют моральное право работать? Министерство иностранных дел во главе с мошенником, коррупционером Рашидом Мередовым должны его уволить или они должны их прикрывать, потому что они сами мошенники? Как вы думаете? Это вообще первым делом это аморально, конечно. Не говоря уже об этом деле, вот как уже сказали, надо сразу уволить. Ну, я считаю, это, понимаете, тут уже как будто своей дочери, да, это предложение, да, это в постели отношения делать. Это вообще ужас. Ну, это вообще как твари, не знаю, как это вообще можно назвать. Их уже давно надо уволить. Окей. А Только тем уволить самым, или привлечь к ответственности? вот президент говоря, ну, в своем одном интервью, что настоящие туркмены, да, вот они проживают между Кака и Бахарли, да, он ведет в прямом смысле слова фашистский режим. Ну, таких людей надо немедленно убрать из власти, пока еще есть время. Спасибо. Тимур, вот сегодня мы говорили о акции, которые мы просим, значит, весь туркменский народ подключиться к этой акции, значит, открытие дорог в Туркменистане. Естественно, мы будем здесь, в Европе и во всех других странах максимально помогать этой акции, максимально его, значит, во всем мире оповещать, показывать. Наши активисты, которые находятся в Туркменистане, подключатся к этому делу. Естественно, мы всем народом должны встать сделать. Как вы думаете, нашему туркменскому народу вот такая первая акция, где они готовы выйти, сложно будет все-таки выйти, или они все-таки будут ждать вот с Европы, кто-то должен приехать, все сделать, с Европы кто-то должен поехать к Байдену договориться, в Европарламент, в ОБСЕ, пойти протесты делать в Женеве, потом приехать и в Туркмении все сделать и, скажем, отрубить голову Бердымухамедову злодею, показать всем голову, что его отрубили, и только после этого звать народ. Как вы думаете, это вот так должно происходить? Или все-таки народ в Туркменистане, каждый на своей точке должен включиться в борьбу и максимально эффективно сделать
эту помощь. Как вы думаете? Марат Курбанов, спасибо, что мне дали выступить так. Олег, Да-да, мы слушаем вас, говорите. слышите меня? Да. Да-да. О том, что мы, то есть мы со своей группой, которая у меня есть группа, там, у меня есть военная группа, которая там, чисто военные, которые там учился я с этими, там, все кадровые военные, полковники, генералы, все генеральные штабы есть там, высокой должностях ребята все наши. Есть пенсионеры, есть, да, вот так. И другими ребятами университета мы делаем анализы. То есть о том, что сегодня, что творится в Туркменистане, то есть Европа, в Америке и в России, Украине, Белоруссии и в других странах, везде знают уже все. Уже кто такой Бердымухаметов, кто он такой на самом деле, как он ведет, руководит со своей страной. Вот все знают, лучше нас знают. Но здесь не хватает именно то звено, что народ должен подняться, потому что нет такой, например, некоторые говорят, что да, вот, но не знаю, конечно, я есть продажи люди везде, и в России, и в Европе, и в Америке, и в Турции есть, да? Вот говорят, что в России, например, там тоже говорили, что там работают режимы, да, вот так. Я общался со своими однокурсниками, я уверяю вам, скажу, что если народ поднимется, никто против народа не, тем более Это точно. граждан России, это никто не пойдет. Ни Франция, ни Америка, ни Россия. Все будут на стороне народа. У нас Абсолютно. пока что, да, я разговаривал, беседовал со всеми. Я в Турции звонил, в России со всеми анализами сделал, очень хорошо сделал. Это мы изучали, полгода мы изучали все. Поэтому вот то, что сегодня вы, Мурат Курбанов, сказал, что пора уже уходить на улицу, это уже все, это уже последняя стадия уже все. Если они выйдут, уже все знают об этом. Там уже готовы люди, уже готовы там это содействовать, готовы помочь. Самое главное, людей видели, все, значит, даже подключаться будут. И Европа подключится, и Америка подключится, все подключатся, потому что Это уже точно. здесь, да. И я думаю, что это будет организовано и будет четко будет все, и сработает это, потому что уже пришло время, не хватает, только не хватает, вот народ, чтобы сами должны подняться, и поддержка со стороны 100% будет, я знаю, это уверяю. Мы будем защищать, каждого человека будем защищать. Спасибо. Спасибо. Вот только что я удалил Сергея Ашхабад. Вот этот Сергей Ашхабад, ну это, конечно, не Сергей, и навряд ли с Ашхабада. Он всегда пишет очень плохие комментарии. Ну, ладно бы там какие-то предложения делал или какую критику, какую. Нет, он провокационные комментарии, я замечаю, он везде присутствует, где мы выступаем. Я его удалил. Он один вопрос задал. Вот почему вы сами не приедете, не сделаете, почему, господин Курбанов, вы не едете в Америку, не делаете протесты? Съездил, сделал. В Европу не поехали, съездил, сделал. В Женеву перед ООНом не сделали, съездил, сделал. В ВОЗ не поехали, съездил, сделал. В ОБСЕ не поехали, съездил, сделал. В Турцию не приехали, съездил, сделал. А почему теперь вы в Туркменистан не приедете, не сделаете? То есть это вот такая отмазка, да, чтобы народ не встал, чтобы сказать, вот вы в Европе, вы как бы ничего. А что, Европа на другой планете? А что, здесь борьба, которую мы ведем, это ничего? Все, что активисты ДВТ сделали, да, в Туркменистане еще никто не сделал. Один шаг не сделали. Сколько активисты ДВТ сделали? Сколько другие активисты сделали? В Туркменистане еще шага не сделали. Мы далеко вперед ушли. Народ отстает. Поэтому эти вот отмазки, вот эти неправильные, специально манипулируемые вещи говорить, чтобы народ столкнуть, опять же, в пропасть, я считаю, это провокация. Смотрите, каждый человек на своем месте, в России, в Америке, в Европе, в Европе, Лебапе, в Мары, каждый человек
Кто находится, Либаб Ямары, все выходят. Один на видео снимает, другой стоит разговаривает, третий его защищает, который разговаривает, четвертый его защищает, который разговаривает. Друг друга поддерживают, друг друга защищают права. Их родственники подъезжают, увеличиваются, все переходят на их сторону. Мы освещаем во всем мире в онлайне, поднимаем правительство, защиту делаем, давим Бердымухамедова. Это вот так делается. От того, что я сейчас приеду в Туркменистан, или Тимур приедет, или еще 3-4 оппозиционера, если народ спит, а толку? Эти провокационные вопросы, они не решают проблемы. Более того, они не открывают проблемы. Более того, они уводят, манипулируют людей в другое место. Поэтому я думаю, да, что каждый на своем месте вот в этот день должен максимально в эфир войти, максимально поднять всех, максимально осветить, тем самым мы защитим наш народ, который встает. Максимально уговаривать своих родственников, кто работает в правоохранительных организациях, пожалуйста, помоги, не можешь помочь, просто не вмешивайся. Кто учится в военной академии, кто является солдатом, кто офицером, всем звонить, предупреждать своих родственников. Мы народ один. Есть президент Бердымухамедов, фашист нашего народа, и есть его Тухум, который насилует наш народ и выкидывает в канал, убивает маленьких девочек, 18-летних девочек, которые еще не замужем, которые имеют честь. Они обесчестивают и закидывают. Поэтому я думаю, да, вот эти провокации надо убирать. Я думаю, что на этом мы к концу эфира подходим. Петр, есть ли у вас что сказать по этому поводу? По этой теме, если вы хотите что-то добавить, можете добавить. Победа за нами, только вперед, не бояться, проявлять храбрость и сплотиться, и все. Победа за нами. Окей, спасибо. Тимур, хотите вы добавить что-нибудь? Вот мы завершаем программу. У нас программа «Открытие дорог между вилаятами». Что вы еще посоветуете нашему народу? Хочу добавить, что уважаемые сестры и братья, народ Туркмении, земляки, сегодняшний день нашим государством управляет наркоман, шизофреник, ненормальный. Вот. Бандитский режим управляет, бандитские группы управляют Туркменией. Об этом знает, абсолютно все знают. От 7-летних до 70-летних все знают. Как я постоянно, потому что разговариваю в Туркмении, все знают о том, что творится на власти в Туркмении. Поэтому я прошу, чтобы все были активными и чтобы все дружными были. Вот. И если в деревнях кто-то вышел на протесты, надо, чтобы все как единый механизм выходили на улицу. Если они вышли на улицу, то есть все должны выходить. То есть деревня должна быть один за всех, все за одного. За каждого надо биться, надо знать. Туда, если увидит режим, что здесь идет как бы реальная угроза его, как бы наш правительство, они сразу убежит, сразу. И все полиции так сейчас, полиция некоторые даже ребята уже сами уже нам звонят, говорят, что если чем больше народ выйдет, тем лучше, говорят, потому что туда мы тоже как бы можем там вместе с ними объединиться, можем действовать вместе. Поэтому прошу всех, будьте активными, будьте внимательными, вот, и защищайте и берегите друг друга. Все мы, граждане Туркменистана, все мы имеем право жить в нормальном государстве, а не бандитским государстве, как сегодня наших детей насилуют, нас разворовывают, вот. Наших детей мучают заграницы. Понимаете? Поэтому давайте будем активными, будем обмениваться информациями. Чем больше информации дадите изнутри, и нам хорошо, мы можем больше что-то вам защищать. Поэтому, если кто-то вам приезжает домой, постарайтесь знать, кто пришел к вам. Участковый, фамилия, имя, отчество. Вот.
Если какие-то угрозы есть со стороны Минбека, тоже постарайтесь уточнить фамилию, имя, отчество, где проживает, какое звание вот наш. Поэтому нам передавайте, будем защищать вас. Спасибо вам большое. Спасибо, Тимур. Спасибо, Петр. Дорогие друзья, дорогие туркменистанцы, если у вас проблемы в Туркменистане, вы нам снимайте видео, отправляйте документы, фото. Мы будем это писать во все организации и официально на YouTube во всех местах общественных показывать и объяснять проблемы ваши всем правозащитным организациям. Не стесняйтесь, не бойтесь. Кто он такой, этот Бердмухамедов? Нами не избранный бандит. Только мы можем его остановить. Ни Байден, ни Жан-Клод Ван Дам, никто, мы. Поэтому я вас прошу всех, кто себя считал, что вот я герой, я честный, я за справедливость, вот сейчас время пришло выходить. Кто под кроватью прятался, кто под Евроном прятался, он и будет дальше прятаться. Нам такие люди все равно не нужны, они не активны, от них толку нет. Они даже свою семью не смогут руководить. Не то, что нашим движением или быть нашим в составе нас. Поэтому вы мечтали партизанскую войну? Не надо делать партизанскую. Вот здесь надо вставать. Вот здесь надо поддержать народ. Вот здесь надо как народ стать всем. Поэтому все, кто может домой заехать, надо заехать на эту дату. 15 января 10:00 у блокпоста в сторону Мары с Лебаба, у блокпоста с Марийского вилаята в сторону Лебаба. Вот там мы должны собраться в 10:00 в субботу, 15 января 2022 года. Передавайте эту информацию. Будут специальные выпуски, посвященные этому. Мы будем разъяснять народу, почему надо встать, почему именно так, какие технические решения. Все будем объяснять. Каждый день следите за нами, смотрите нас. Подписывайтесь на наши каналы, поддерживайте нас. Мы с народом. Куда народ, туда и мы. Мы вместе с народом должны построить свободный Туркменистан, справедливый, и создать там одинаковые условия, чтобы у каждого человека были равные условия, справедливые условия ко всем богатствам Туркменистана. Вот в этом и заключаются человеческие ценности, права человека, демократические институты, пространство гражданского общества. Все эти элементы – это будущее Туркменистана. Поэтому я вам всем желаю крепкого здоровья. Спасибо за внимание. Передавайте информацию, не останавливайтесь. На русском, на туркменском языке будут все дублироваться, повторяться. Распространяйте эту информацию. Звоните своим родственникам, предупреждайте, просите их. Все выходим. Кто бы ни был. Ты туркмен, не туркмен, туркменистанец, выходи все. На территории Туркмении все выходят. Следите за нашими передачами. Спасибо большое. Всех благ вам. До свидания. Тимур, Петр, можете попрощаться с нашими телезрителями, YouTube-зрителями.